В декабре в Уфе наградят победителей и призеров уже теперь всероссийской премии в области выхаживания недоношенных детей «Счастье на ладошке». Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Файруза Латыпова, директор благотворительного фонда «Особенные дети». Файруза Манаваровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами не просто так встречаемся именно в ноябре, потому что 17 числа – это день недоношенных детей, малышей, которые родились немного раньше. И, может быть, именно поэтому у вас проводится всероссийская премия как раз-таки в этот период. Мы традиционно ноябрь-декабрь проводим. Так традиция случилась, это уже 4-я премия. В декабре проводим перед Новым годом. Очень хорошая премия. Как зародилась идея проведения этой премии? Почему? Зачем она нужна? Вы знаете, неонатологи – это доктора, это люди невидимого фронта. Они на войне каждый день. Потому что, чтобы родился ребенок, неонатолог – это тот человек, от знания, от умения, от профессионализма которого зависит наше здоровье, наше будущее, наша жизнь, в принципе, в будущем. Потому что это первый человек, который нас встречает, когда мы рождаемся. И мне очень хотелось сказать спасибо этим людям. И это вообще будут специалисты, которые выхаживают. Там будут не только неонатологи, там будут и акушер-гинекологи, там будут и неврологи, которые имеют отношение к выхаживанию недоношенных детей. Там у нас и неонатальные хирурги есть, которые оперируют глаза, которые оперируют детей. Мы наставников будем награждать. Мы даже за верность профессии. У нас есть неонатологи, которые в профессии 46 лет. Представляете, 46 лет. И в этом году мы будем награждать снова за уникальный опыт. У нас есть опыт выхаживания нашей республики, в нашем перинатальном центре ребенка, который родился с весом 400 грамм. Можете себе представить, 400 грамм. У нас до этого был опыт выхаживания 475 грамм, а сейчас ребенок родился с весом 400 грамм. А каково его самочувствие сейчас? Как этот ребенок развивается? Не поверите, у ребенка сейчас нет инвалидности. Ребенку сейчас 1,5 года, но в 1,5 года она уже ходит и все понимает. И уже даже немного говорит, по-моему, да? Она даже она гулит, по-своему она лепечет, да, но ей сейчас 1,5 года, и она уже почти догнала своих сверстников. Она уже ползает, ходит за ручку. И у нее таких серьезных отклонений в развитии нету. Но это благодаря труду неонатологов, реаниматологов перинатального центра. И потом, конечно, переводили в 17-ю больницу, в РДКБ оперировали глазки. Но, понимаете, это командная работа выхаживания недоношенных детей. Конечно, им хочется сказать спасибо всем. Это действительно очень колоссальный труд. И вы подметили о том, что сейчас у малышки, я так понимаю, это девочка, нет инвалидности. Но согласитесь, Файруза Манаваровна, бытовало такое мнение еще недавно о том, что малыши, которые родились пораньше, их, жестоко сейчас скажу, не стоит выхаживать, потому что они будут инвалидами в большинстве своем. Вы знаете, статистика есть, отклонения в развитии у них имеют место быть. Есть и такие дети, есть дети, которые стали инвалидами, есть дети, которые не стали инвалидами. Давайте скажем, 50 на 50. Все зависит от того, как выхаживали, да, и самое большее еще зависит от родителей. Если родители приняли этого ребенка, если родители вкладывают в этого ребенка, если родители занимаются с этим ребенком, как мы говорим, на первом году жизни, в первые 200 дней жизни, это золотое время, окошко абилитации, когда его необходимо обучать навыкам. Этот ребенок, эта девочка, которая 400 грамм родилась, она попала в хорошие руки. Она попала в хорошие руки, маму обучили, она 4 раза была в отделении реабилитации 17-й больницы. Там все специалисты обучены, там проводятся все самые современные методы лечения у нас в Уфе.
потому что мы там все это внедряли, мы все это внедрили, потому что наша модель, которая разработана нашим фондом, она рекомендована для внедрения в регионах России. Минздрав России рекомендовал. Поэтому внедрено, самое главное, обученные специалисты. Мы получили грант на 3,5 миллиона, на 3 миллиона 600 тысяч, и вот 15 специалистов отделения реабилитации обучены. И там дети до года все получают. И вот эта девочка тоже там 4 раза находилась. И проводилась войтотерапия, и проводилась все остальные методы лечения, которые необходимы вот именно в этом возрасте и в это время. Таким образом, частично удалось решить, я так понимаю, и кадровый вопрос благодаря гранту, благодаря чему обучили специалистов, которые могут заниматься выхаживанием недоношенных малышей. А как вообще в целом решается кадровый вопрос? Потому что мы сейчас сами очень много говорим о том, что это люди, которые незаменимы, неонатологи, хирурги и так далее, которые занимаются детками. Вот кадровый вопрос стоит сейчас в этой сфере? В неонатологии, да, этот вопрос стоит очень остро, потому что нехватка кадров, по-моему, по России около 2000. Я вот недавно общалась с Сергеем Мингуловым, он говорит, что пилотов 1% населения всего. А я посчитала неонатологов 0,0038%. Поэтому, вы знаете, это настолько редкая профессия, настолько нужная и необходимая, но без неонатологов как-то вот даже представить себе невозможно, да, кто тебе окажет помощь, когда ты родился. И кадровый вопрос очень острый. Я сама преподаю в медуниверситете, и вот я когда прихожу на экзамены, мало кто хочет идти в неонатологию. Это очень ответственная профессия. Это ответственная, сложная и очень много жалоб. Ну, согласитесь, не все дети, которые родились 500-600 грамм, могут выжить. И вот когда идут постоянно судебные тяжбы, люди просто не выдерживают. Потому что вместо того, чтобы тебе работать, тебе приходится сидеть в Следственном комитете, и это очень сложно. Это очень большая моральная нагрузка, когда ты работаешь вот в такой сфере. И туда не хотят идти. Естественно, проще куда-то идти в диагностику и спать спокойно, с утра до вечера отработал и ушел домой, да, и получил свою такую же зарплату. А у неонатологов нет никаких, пока нет никаких льгот. Они такие же обычные доктора, они также идут в отпуск на 1 месяц, они не имеют никаких привилегий, пока нет к отпуску, к пенсии никаких надбав, ничего пока у нас нету, поэтому в эту профессию мало кто идет. Вот сейчас особенно остро стоит вопрос, я говорю, я преподаю, и когда прихожу на экзамен, в ординатуру поступает 10 человек, а через год остается 4 человека. Как решить этот вопрос, как думаете? Ну, знаете, мы всячески стараемся, вот со 2-го курса уже берем волонтеров, обучаем, именно прививаем вот эту любовь к этим детям, чтобы они привязались. И вот я сейчас анализировала эти документы конкурсантов, эссе многие написали, и там очень много пришли в неонатологию. Те люди, которые поступали на лечебный факультет. Они изначально выбрали взрослых, а вот в ординатуру уже пошли в неонатологию. Вот мы их даже выделим, наверное, во время премии. Вот они заканчивали лечебный факультет, а потом они пошли в неонатологию и стали неонатологами. Даже там есть одна, по-моему, с Томска, она хотела стать акушер-гинекологом, а стала неонатологом, потому что не было места, и она сейчас говорит, что она вообще ни разу не пожалела, она уже больше 10 лет работает неонатологом. Ну вот согласитесь, может быть, это и логично, что есть кадровый дефицит, потому что здесь невозможно работать без души. Здесь ты должен гореть, потому что ты спасаешь детей, жизни. Вот малыши, действительно, вы правильно говорите о том, что они попадают первыми в руки неонатологов. И вот какой это будет человек? Вот просто профессионал, наверное, здесь не подойдет. Здесь должно быть очень доброе сердце. Вообще, врач, вообще-то профессия же от Бога. Лечить, судить, учить – это от Бога. Что учитель, что врач, что судья – это профессия от Бога. Любой врач должен быть от Бога, а неонатолог, профессионал, наверное, ему, наверное, Бог больше даже дал
не знаю, терпения, любви, сострадания, чтобы он там ощущал вот это вот счастье, да, чтобы он жил вот этим вдохновением. Потому что я говорю, еще раз повторю, что когда я анализировала и увидела, что родился ребенок 700-граммовый в роддоме, а выхаживать там 2 врача всего, заведующий и вот этот доктор. И она своего ребенка отвезла к родителям, чтобы просто дежурить на работе, потому что она знала, что она со своим ребенком не сможет справиться, домой она просто не попадет. И чтобы выхаживать вот этого 700-граммового малыша, потому что работать некому, она своего ребенка отправила к своим родителям. Вот. Поэтому это еще жертвенность. Это не только. И если вы посмотрите на неонатологов, если вы с нашими, мы действительно очень мало, наверное, видим своих детей, свою семью, потому что мы выходные тоже на работе чаще всего. Фариза Мунаваровна, вот не зря премия называется «Счастье на ладошке». Прямо сейчас вот продемонстрируйте вот это вот счастье, которое рождается. Да, вот здесь вот это вот недоношенный малыш, здесь натуральная величина и натуральный вес. Здесь 600 грамм. Но у нас сейчас дети в 22 недели, вот недоношенный малыш сейчас выхаживает детей от 22 недель с весом не менее 500 грамм. И вот этот малыш, 500-граммовый, 22 недели, вот он так выглядит. И с таким весом. И вот таких малышей выхаживают. Ну, действительно, очень благородная профессия. И спасибо вам огромное, что в свое время вы организовали такую премию. Потому что действительно, может быть, вот так мы привлекаем внимание к людям, которые и профессионалы, и доброе сердце, действительно, вот жертвенность, о чем вы говорите. Уже определены все кандидаты, победители, призеры, имена есть? Конечно, у нас уже есть призеры, но хотелось бы, конечно, нам еще больше меценатов. У нас еще пока мы не собрали денег на эту премию, но я надеюсь, что люди откликнутся. Встреч еще много впереди, до 2 декабря еще есть много времени. Если кто-нибудь хочет помочь, могут обратиться в наш фонд, и мы с удовольствием примем любую поддержку, потому что мы очень серьезно готовимся. У нас еще будет с утра конференция. Нам этих людей надо разместить, нам и экскурсию надо провести, и вечером провести эту премию, потому что предстоит очень большая работа нашей команды. Очень большая работа, у которой наверняка плоды которой взойдут в наших родильных отделениях, где малыши, которые родились немного пораньше, ну вот так получилось, но их смогут выходить и поставить на ноги. Фариза Мунаваровна, спасибо вам огромное. Что-то добавить хотели? Я хотела добавить, что в наших перинатальных центрах и роддомах все специалисты обученные, наш фонд отправляет их на обучение в центр Кулакова. И у нас почему выхаживаются эти дети маловесные? Потому что они все обучены в центре Кулакова. Мы их обучаем уже несколько лет. Спасибо вам огромное за ваш колоссальный труд. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня у нас в гостях была Файруза Латыпова, это директор благотворительного фонда «Особенные дети». Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.